Началось заседание с обсуждения назначения Рисмага Аджинджел на должность директора департамента по социальным вопросам администрации города Сухум. В любом случае, человек всегда на виду, всегда занимался важными для государства вопросами. С 1 марта 2023 года является исполняющим обязанности директора департамента. Рисмаг Аджинджел, который с марта текущего года является исполняющим обязанности начальника департамента, говоря о своей работе, отметил, что департамент по социальным вопросам администрации был создан недавно, и в действительности предстоит еще много работы. Это новая структура, и для меня тем более новая. Там, конечно же, вопросов очень много, стоит перед департаментом целых 5 и достаточно серьезных направлений. И да, я там небольшой срок уже приступил к обязанностям. Я открыт для вас, и где смогу, рядом стану. Где не смогу, тоже не буду обманывать, но вот по-человечески будем общаться. Депутаты, в свою очередь, задали Рисмагу Аджинджел множество вопросов. В частности, депутат Саид Ашуба подчеркнул, что, по его мнению, спектр обязанностей, возложенных на департамент, обширен, и для качественной работы необходима профессиональная команда. У вас департамент, который самый большой спектр функций вообще в администрации имеет. И мы тогда договорились, и мы знали заранее, что это один человек не сможет сделать. Мы договорились нанять специалистов на каждую должность. Рисмаг Аджинджел отметил, что для реализации всех задач в действительности необходима корректная команда, поиск которой на данный момент ведется. В итоге, по результатам тайного голосования, Рисмаг Аджинджел не набрал необходимого количества голосов. Председатель собрания Дмитрий Оси отметил, что администрация вправе отправить ту же кандидатуру на одобрение спустя некоторое время. Далее Сухумское городское собрание заслушало отчет адвокатов Эсмы Колбая и Саида Гизердава по административным исковым заявлениям администрации города Сухум Сухумскому городскому собранию. Судебное дело касалось 2 решений городского собрания от 2009 года, которые приостанавливали выдачу разрешений на капитальное строительство вдоль набережной от грузового порта до реки Басла, от моря до улиц Имама Шамиля, проспекта Мира и Лакоба, и также ограничивала высотность зданий, строящихся на той же территории 16 метрами. В данном случае мы имеем впервые, наверное, в судебной практике дело, когда оспаривается компетенция одним органом власти у другого. Такие серьезные резонансные дела, они, конечно, не могут рассматриваться в очень короткий срок. Саид Гизердава также подчеркнул, что решение суда необходимо обжаловать. Суд был проведен с материально-правовыми ошибками. Суд не учел то, что собрание города Сухум, Сухумское городское собрание, обладает контрольными функциями в отношении администрации города Сухум. Так предполагается Конституцией, так предполагается законом об управлении в административно-территориальных единицах. Их полномочия принимать решения относительно строительства прямо не прописаны нигде. То есть на данный момент отсутствуют документы, которые определяют данное полномочие. Но в то же время мы не говорим о том, что это полномочия у Сухумской администрации отсутствует. Мы говорим о том, что в отсутствии необходимых документов, таких как градостроительный кодекс, генеральный план города. В свою очередь, адвокат Эсма Колбая указала на нарушение процессуального порядка, которые, по ее словам, имели место быть. И состязательность нарушена была, и незаконное, необоснованное решение. То есть очень много процессуальных моментов, которые и будут способствовать как раз отмене данных решений. По итогам заслушанных отчетов депутаты городского собрания единогласно проголосовали за обжалование решения суда по градостроительным нормам в кассационной коллегии Верховного суда. Также городское Сухумское собрание одобрило установление мемориальной доски заслуженного работника культуры Абхазии Платона Бебе на фасаде дома по улице Джонуа, 7. Установление мемориальной доски бывшего министра образования, депутата 3 созывов Верховного Совета Абхазской АССР Тамары Тарбакогония по проспекту Аяйра, 124. Мемориальная доска в память о погибших в мартовской наступательной операции появится также на массиве Гумиста. Депутаты также проголосовали за присвоение скверу, где расположен памятник жертвам политических репрессий имени Сарии Лакоба. Городское собрание, помимо этого, одобрило приватизацию нескольких нежилых помещений и части одноэтажного здания, расположенного на улице генерала Аржба.
Рада Чачава, Костя Парулуа, Абхазское телевидение. Серьезная фигура в истории